Мы находимся перед домом ветерана Великой Отечественной войны Амирана Григорьевича Чочиева. Вот-вот начнется парад для него, приближавшего этот великий день с миллионами советских солдат и офицеров. В столице Южной Осетии к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне прошли личные парады перед домами ветеранов. Знаменные группы, парадные расчеты, роты почетного караула и боевая техника. Первый парадный расчет в Цхинвале прошел перед домом Амирана Григорьевича Чочиева. Глава государства Анатолий Бибилов поздравил Амирана Чочиева с великим днем. Здравствуйте, товарищи воины! Праздником Победы желаю вам успехов! Военизированные части Министерства обороны отдают дань уважения воину советской армии Амирану Чочиеву и в его лице всем, кто приближал День Победы. Парадные расчеты Министерства обороны Республики Южная Осетия направились к квартирам Григория Николаевича Кукоева и Илья Николаевича Кусраева на улицу Мамсурова Цхинвала. К сожалению, Григорий Кукоев по состоянию здоровья не смог присутствовать на празднике, но глава государства сам лично поздравил фронтовика, поднявшись к нему в квартиру. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты подарили вы планете великий май, победный май. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна, надевают наши деды боевые ордена. Поздравляю всех ветеранов. Хочу им сказать спасибо. У нас есть на кого равняться. Мы находимся у дома великой женщины, ветерана Великой Отечественной войны Евгении Александровны Алборовой, которая совсем недавно отметила свой 100-летний юбилей. Сегодня парад Победы в ее честь. Евгения Алборова с радостью встретила руководство республики во главе с президентом страны Анатолием Ильичем Бибиловым. Поздравляю вас с наступающим 75-летием Великой Победы. Достойные старшие с гордостью смотрели на чеканные четкие ряды молодых солдат и офицеров Министерства обороны Республики Южная Осетия, достойной смены своих героических отцов, дедов, прадедов.